Молдова считается бедной страной, и причина тому – крупномасштабная коррупция, поглотившая все сферы деятельности нашего государства. Чтобы не процветало в стране мздоинство, нужно изменить всю налоговую систему, отмечают политики, экономисты, предприниматели. Для процветания коррупции налоговая политика очень совершенная. То есть сегодня прикопаться к предпринимателю не предоставляется, никакой сложности не предоставляет, чтобы подойти любому коррупционеру и приковаться до предпринимателя, чтобы закрыть предприятие. То есть это выглядит приблизительно так. Приезжайте к нам открывать рабочие места, создавайте предприятия, и иностранцы, и свои. А взамен мы вам откроем несколько уголовных дел, и вы отсюда спокойненько уедете. Либо мы вас выведем до такой степени, что вы потеряете здесь здоровье свое, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня в Республике Молдова валовый продукт на душу населения около $3000, когда средний мировой 12. Давайте будем исходить из фактов. С мнением примара согласны многие предприниматели нашего города. Однако начальник Главного управления экономического развития Гагаузии считает, что не только из-за налоговой системы хромает экономика страны, но и из-за того, что нет достаточного притока инвестиций, хотя и признает, что есть много недостатков и в налоговой политике. Чтобы экономика не хромала, в нее надо инвестировать, надо привлечь в определенную сферу, чтобы была стратегия, чтобы можно было работать. Ну, естественно, налогооблагаемая база, которая есть в Республике Молдова и которая у нас есть в регионе, она требует очень много недоработок. Есть недоработки, она требует особого внимания, изучения. Сейчас уже есть на сайте Министерства финансов налоговая бюджетная политика Республики Молдова на 2016, 2017, 2018 годы, на 3 года. Знаете, что есть стратегия на 3 года. Вот. Там есть изменения и по налогооблагаемой базе. Но у нас в регионе, вы знаете все, что у нас есть фиксированный налог, который вот мы сейчас хотим, наше управление, мы хотим сделать некоторые изменения, некоторые корректировки в этом налоге, потому что на данный момент он уже немножечко всю свою актуальность он потерял. По словам декана экономического факультета Камрадского государственного университета, раздутые штаты контролируемых органов, постоянные проверки на предприятиях и на рынках города не дают людям спокойно работать и зарабатывать. Он неоднократно обращался в Народное собрание Гагаузии и в исполком автономии по данному вопросу. Однако ожидаемой реакции со стороны гагаузских властей не было. Посмотрите, 37 человек, я показываю подписи. А будут ли работать? Они готовы платить больше налогов, увеличить бюджет, дайте спокойно работать. Вопрос, а почему они не хотят дать спокойно? Дело в том, что контролеров у нас в 1,5 раза больше, чем в советское время. А производство валовой продукции в 5 раз меньше. Почему они не хотят? Потому что, чтобы было проверяющее. Если есть контролирующее, вот вам коррупция. Единый налог или упрощенная система, которую сегодня будем обсуждать, это антикоррупционный. Если раньше, лет 10 назад, и моя точка зрения, одним из тормозов это высокие налоги и высокие процентные ставки. Так, по кредитам. Сейчас однозначно, вы, журналисты, все это знаете, главное бедствие Молдовы – это коррупция. Разворованный миллиард. Это в большом городе, у нас тоже коррупция, в Камрате, в Гагаузе тоже процветает коррупция. Сейчас наблюдается коррупция в Республике Молдова. Новшества, они нужны. Я так думаю, что если новшества будут введены, новшества, которые обсуждаются на круглом столе, то это будет упрощенно для начинающих предпринимателей, и они не будут скрывать свои доходы. Сегодня такие, не то что налоги большие, налоги огромные, но плюс к этому еще и сложнейшая система учета. У нас уже специалистов в стране не осталось, у нас уже 1 миллион людей, хороших специалистов, выехало из страны, а система учета осталась очень сложной. Ну для чего? А для того, чтобы процветала коррупция. Вот для чего. Потому что если она будет легкой и простой, так это и есть первая борьба против коррупции. Я считаю, что в нашем положении, вот в каком сейчас находится экономика наша, необходимо что-то делать. Потому что любые какие-то изменения – это плюс. Необходимо что-то делать. Бездействие – это плохо. А когда что-то делаешь, стараешься, то это очень большой плюс. Чтобы не процветала в стране коррупция, как отмечали наши респонденты, необходимо в первую очередь усовершенствовать налоговую систему и устранить мздоинство. И, может быть, это поможет стране подняться на несколько ступеней выше по своему социально-экономическому показателю. Ведь не секрет, что за свои 25 лет Молдова так и осталась в хвосте самых отсталых стран мира.